Ага, вот а когда можно использовать с этой землей? Ну, с одним вот гектаром, если отдадут. Константин Николаевич, с момента получения договора, зарегистрированного договора на руки, вы уже смело можете использовать земельный участок. У вас 5 лет на то, чтобы освоить его. Через 3 года вы знаете, вы должны подать уже декларацию по использованию земельного участка. А считается строительство и регистрация капитального строения на полученном в безвозмездном пользовании участке достаточным для признания всех требований к его освоению и предоставления права собственности на него? Елена Серафимовна, если вы выбрали вид разрешенного использования под, скажем, индивидуальное жилищное строительство, то конечным результатом у вас обязательно должно быть капитальное строительство жилого дома, что будет подтверждаться свидетельством о госрегистрации данного объекта. А если у вас будут какие-то коммерческие цели, то все, что требуется для коммерческих целей, нужны будут там аккредитации, лицензии получать, то эти документы тоже будут требоваться. А если у вас будет не капитальное строительство, а под огородничество, то допускается, вы посадили картошку, капусту, это и есть использование, тоже будут считаться. Все дело, как вы сами заполните свою декларацию после 3 лет, и на 5-й год уполномоченный орган рассмотрит ваше заявление, собственность либо в аренду, как вы поживаете. Каким образом происходит предоставление земельного участка, если его нет в кадастре и его необходимо образовать? Вячеслав Борисович, добрый день. В том случае, если земельный участок нужно будет образовывать в сведениях госкадастра недвижимости, то процедура будет следующая. Вы также подаете заявление через сайт на Дальний Восток. Ваше заявление поступает в уполномоченный орган соответствующий. Уполномоченный орган в течение 20 рабочих дней должен принять решение о предоставлении либо об отказе. Если причин отказа нету, то утверждается схема размещения земельного участка и сдаются на кадастровый учет. Без вашего участия кадастровые работы будут проходиться непосредственно по обращению уполномоченного органа, орган кадастрового учета, и таким образом без взимания какой-либо платы будут проходиться кадастровые работы, и в течение 10 рабочих дней орган кадастрового учета обязан выдать кадастровый паспорт. После этого уполномоченный орган составляет проект договора и направляет вам на подписание. У вас 30 календарных дней, 1 месяц, на то, чтобы прочитать с условиями договора, ознакомиться и согласиться, либо подписаться, либо отказаться от условий. Если вы подписали договор, вы приносите уполномоченный орган, и уполномоченный орган, администрация приняв, также сдают орган регистрации прав. Опять 10 дней проходит на регистрацию права, и таким образом вы получаете в конце только уже итоговый документ, договор, без каких-либо движений, обращений или непосредственно кадастровый орган или орган регистрации прав. То есть итоговый документ вам выдаст уже сама администрация, уполномоченный орган, в который поступило ваше обращение. Мне вот непонятно, сказано, что нельзя массово вырубать леса на участках, однако вот, скажем, если я хочу построить дом, а мне деревья мешают, могу ли я их вырубить, это раз, и во-вторых, а кто вообще проверит, вырубала ли я там что-то или нет? Елена Серафимовна, при использовании лесного участка мы опять же упоминаем, что вам нужно составлять проект освоения лесов при использовании лесного участка. В этом проекте освоения лесов будет вами показано, где вы будете строить капитальный объект строительства, где не будете строить капитальный, где вам допустят вырубку лесных насаждений, а где скажут запретят и скажут, можете переставить объект в этом месте или в другом месте. Исходя из таких согласованного проекта освоения лесов, вы будете строить свой объект.